Так писалась история 253 года назад. Договор о единении ингушей с Россией подписали в 1770 году вблизи селения Ангушт на поляне Бартбос. Тогда старейшины решили, что будущее ингушей будет неразрывно связано с Россией, тем самым положив начало новой эре в истории Ингушетии. В присутствии академика Иоганна Гюльденштедта и при большом стечении народа, сам Иоганн Гюльденштедт свидетельствует, что там было свыше 800 человек, вот эти старшины ингушские от всего ингушского народа принесли присягу на верность России. Устраивали джигитовку, скачки, танцы. Этим объясняется, что в принципе весь народ был за то, чтобы принять российское подданство. Гарри Чапанов, Сурхави Мирзаханов, Таштарука Гагиев и еще 21 имя ингушских старейшин ангушского общества, подписавших присягу. Но история взаимоотношений между Россией и Ингушетией началась не 253 года назад. Она складывалась веками, еще задолго до заключения исторического соглашения. Еще во времена Руси на Кавказ приезжали исследователи и дипломаты. Они изучали народ, его нрав и обычаи. Союз с предками ингушей, то есть с нами, был очень выгоден как в политическом, культурном, так и во всех отношениях, как для России, так и для нашего народа. Для России, поскольку мы занимали центральное место, и поскольку культура наших народов, слово данное, честь, достоинство, все это способствовали тому, что мы умели очень добро принимать и тех посланцев, которые с России приезжали на Кавказ, и тех, кто занимался исследованиями, а исследования на Кавказе начались задолго до самого акта присоединения. Мы знаем, что с 1725 года, когда была открыта Российская академия наук, исследования уже велись на Кавказе. Многие европейские ученые, российские ученые приезжали, занимались исследованиями. Что касается нашего народа, так и незадолго до того, как этот акт состоялся, мы уже принимали участие в войнах на стороне России и защищали земли. 12 июля 1770 года коллегия иностранных дел России одобрила этот договор, а через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской подписали акт присяги ингушей. В договоре написано: российское начальство даст им для защищения от внешних неприятелей российское войско, которое должно находиться в деревне их Назран. Нужно было делать что-то, чтобы народ сохранить. А чтобы сохранить народ, нужен был выход на равнину. А чтобы на равнине обустраиваться, иметь свои какие-то права, нужна была защита сильного соседа. Не тех, кто претендует только на то, чтобы освоить этот Кавказ, а чтобы сохранить народ. На тот период мы знаем, что народы Северного Кавказа практически они находились все в одном, можно сказать, и социально-экономическом, и политическом положении, поскольку как таковой, не имея государственности, но имея определенные территории и имея вот на время вхождения в состав России, это вот если строго говорить о периоде второй половины XVIII века, то на этот период Кавказ, можно сказать, терпел очень много неурядиц со стороны тех, будем говорить, внешних сил, которые вот не давали покоя. С 1770 года ингуши ни разу не изменили своей клятве. Наши земляки принимали активное участие во всех крупных войнах Российской империи, Советского Союза и ее преемницы России. Ингушские войны стояли на страже границ Родины всегда, и тогда, и сейчас. Принимая участие на стороне российского государства и в Первой мировой войне, небольшой ингушский народ, по численности небольшой, дал 5 генералов Российской императорской армии. В процентном отношении это значительное число. Более 30 полных георгиевских кавалеров. То есть там, где были, они с честью уступали и защищали земли российские. И какие бы события ни происходили в стране, народ наш выступал всегда с честью на стороне решения, которое принималось в центре. И в годы революции, защищая советскую власть, и в годы Великой Отечественной войны. Мы знаем, что под Малгобеком сражение происходило параллельно со Сталинградской битвой. И здесь проявили чудеса героизма, и город наш сегодня является городом воинской славы. За 2,5 века народ пережил разные этапы в истории. Слава в сражениях, лишение в депортации, восстановление государственности в 90-х, когда народ своим выбором вновь доказал верность данному слову. Подавляющее большинство, 94%, проголосовало именно за
нахождения республики в составе Российской Федерации. Другого не было. Я много изучал документов по этому референдуму, писал и убедился, увидел, что действительно это было тоже продуманное, единственное возможное верное решение. Много лет минуло с тех пор, как наши старшие мечтали жить в своей республике, строить и развивать ингушскую государственность, культуру, науку, язык и образование. Сегодня все это реальность, а наша задача – сохранить, приумножить, созидать и развиваться, воспитывая в будущих поколениях лучшие качества ингушей. Хадина Брива, Новости 24.